Ахтема Азиза также не установлено. Мы утром получили сведения, что арестован Усеинов Шевкет. Я бы очень попросил бы, чтобы все, кто может нам помочь, как можно, кто его знает, Усеинова Шевкета, чтобы уточнили все обстоятельства его задержания, ареста. Тут у нас очень мало сведений. Мы единственное, что знаем, что он был связан совместной работой с Адамановым Эльдаром. Они собирали мебель, реализовывали изготовленную мебель. Также мы сегодня получили сведения, информацию о том, что арестован Ахтемов Асан, двоюродный брат арестованного ночью Ахтемова Азиза. И, наконец, в 7 часов утра с обыском ворвались к Нариману Джелялову, первому заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа. И после того, как заблокировали ворвавшиеся каратели в масках с оружием жену Наримана Левизе с 4 детьми в отдельной комнате, они вывезли на машине без номеров Наримана Джеляла, и до сих пор мы не знаем также о его местонахождении. Я хотел бы обратить ваше внимание, что в Москве, столице страны-агрессора, очень много последние годы пытаются апеллировать к событиям прошлого, называя всех своих близких и дальних соседей фашистами. Но вот и сегодняшние события, и предыдущие в течение последних 7 лет события в Крыму демонстрируют поведение российских оккупантов как настоящие фашистские, когда они врываются ночью в дома крымских татар. Вы только представьте, что к Ахтемову Азизу, где 3-летний ребенок, малолетний в доме, в семье, они ворвались в час ночи. К Нариману, где 4 малолетних детей, они ворвались ранним утром. И так каждую семью. Они это делают специально для того, чтобы напугать, устрашить не только тех, чьи дома не врываются, но устрашить всех нас, весь народ, который живет в условиях российской оккупации в Крыму. И такое зверское поведение карателей, оно еще направлено на то, чтобы унизить максимально и сломить волю крымских татар. Я хотел сказать о том, что с первых же арестов адвокаты, защитники, они, соблюдая все предусмотренные процедуры в подобных случаях, делают все для того, чтобы защитить права и интересы задержанных крымских татар: Адаманова Эльдара, Ахтемова Азиза, Усеинова Шевкета, Ахтемова Асана и Наримана Джелялова. Однако каратели не позволяют, вопреки своих же их законов, адвокатам получить возможности и условия для защиты прав незаконно задержанных крымских татар. И по сегодняшний момент, вот даже во время перед моим выступлением я уточнил последнюю информацию, адвокаты не получили сведения о местонахождении задержанных крымских татар. Все карательные органы, включая Управление ФСБ России по оккупированному Крыму, и полицию, прокуратуру, оккупационные, разумеется, они все отвечают о том, что у них нет задержанных вчера днем и сегодня ночью крымских татар. Скажите, разве это не есть демонстрация
режима, который проявляет столь фашистские действия по отношению к мирным людям. Я и другие члены Меджлиса сегодня получаем очень много информации из Крыма. Мы делаем все возможное для того, чтобы довести эту информацию о начавшемся в Крыму новом витке репрессий и гонений против крымских татар не только сведению государственных органов Украины, но и эту информацию довести до международных организаций. Понятно, что имеющие колоссальный опыт борьбы с мирным населением карательные органы России специально подобрали момент для репрессий, подпадающий под выходные дни, в расчете на то, что очень многие медиа, а также офисы международных организаций, дипломатических учреждений, они сегодня будут закрыты на выходные дни. Однако информация о происходящем в Крыму именно в эти часы, она расширяется по всему миру, и в ближайшее время мы увидим реакцию. Мы делаем все для того, чтобы российское государство, которое в лице своих карательных органов каждый день ужесточает преследование крымских татар с целью их вытеснения за пределы своей земли, чтобы эти преступления возвратились к Российской Федерации новыми санкциями, новыми формами давления, направленными на то, чтобы заставить Россию возвратиться в рамки международного права. Но возвращаемся к тому, что происходит в Крыму. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что насколько вот в таком унизительном для нормального человека, унизительной для нормального человека форме проводятся и осуществляются эти репрессии, когда доводят до нервных, болезненных срывов детей, которым среди ночи врываются в масках с оружием. И вот все это не остается незамеченным даже теми людьми, которые в силу собственных причин сторонились активного поведения в годы продолжающейся оккупации России в Крыму. Мы сегодня получаем очень много обращений в Меджлис крымско-татарского народа. Люди уже не просто просят, а требуют от нас, чтобы мы каждый день показывали, поясняли всем жителям Крыма, и не только крымским татарам, но и людям других национальностей, звериную сущность российского оккупационного режима. И в первую очередь сегодня несколько позвонивших мне лично говорили о том, чтобы мы, показывая то, что происходит в эти дни, еще раз обратили внимание людей на то, что явится преступным, пусть даже косвенным образом быть помощниками российских оккупантов в их укреплении в Крыму. И при этом люди называли 17-19 сентября, когда в течение 3 дней будут проводиться голосования в оккупированном Российской Федерации Крыму, выборов депутатов Государственной Думы. Понятно, что это голосование, проводимое на украинской территории, временно оккупированной Россией, является незаконным, но тем не менее часть людей в силу разных причин, и в первую очередь страха перед оккупантами, они могут пойти на избирательные участки. Я хочу в связи с этим всем, кто
слушает, смотрит передачи АТР, еще раз подумать о собственном поведении и не дать никаких шансов российским оккупантам в их укреплении в Крыму, в том числе собственным прибытием на незаконно открытые избирательные участки. После того, что происходит в Крыму и происходило все эти 7 лет, после того, как у нас уже более 130 людей сидят в тюрьмах, они лишены свободы, получили незаконно огромные сроки, 13, 17, 19 лет лишения свободы, даже само намерение участвовать в незаконных выборах, организуемых российскими оккупантами в Крыму, является просто абсолютно унизительным, оскорбительным. Я очень надеюсь, мы все надеемся, что с 17-19 сентября ни один честный человек, ни один крымский татарин, а также их соседи других национальностей не пойдут на незаконно открытые избирательные участки и не будут участвовать в том преступлении, которое российские оккупанты называют выборами на территории Крыма. Люди хотят, чтобы все знали правду о том, что на самом деле происходит в Крыму. Люди настаивают, чтобы мы говорили о всех аспектах поведения каждого из нас, кто живет в Крыму, вынужден находиться за пределами Крыма, о своей роли и своей ответственности. И сегодня звонившие буквально полчаса назад просили передать, что активисты, родственники задержанных вчера днем и сегодня ночью, адвокаты, просто честные люди, для того, чтобы узнать, что происходит с задержанными, которые на самом деле сейчас объективно являются похищенными, ибо мы знаем, что их увезли в машинах без всяких опознавательных знаков, принадлежащих ФСБ, но мы не знаем, куда их доставили, где они сейчас находятся, каково состояние их здоровья и что с ними происходит. И эти люди, естественно, сейчас являются в статусе похищенных для того, чтобы не дать совершиться расправе над похищенными крымскими татарами. Соотечественники сейчас, вот в эти минуты, когда я вам говорю, направляются на бульвар Франко в городе Симферополе, где находится управление оккупационного ФСБ России по Крыму. Соотечественники собираются на улице Франко для того, чтобы удостовериться, что задержанные вчера днем и сегодня ночью наши соотечественники, а я еще раз назову их фамилии: Адаманов Эльдар, Ахтемов Азиз, Усеинов Шевкет, Ахтемов Асан, Джелялов Нариман, что они хотя бы живы. И по получении новых сведений о местонахождении людей мы будем оперативно, в том числе пользуясь возможностями телевизионного канала АТР, информировать всех, кто живет в Крыму, о новых информациях и о состоянии задержанных крымских татар. Сейчас соотечественники собираются на улице, на бульваре Франко в городе Симферополе у управления ФСБ по Крыму. При поступлении новых информаций мы сразу же будем выходить в эфир, поэтому, пожалуйста, следите за сообщениями телевизионного канала АТР. Пожалуй, это то, с чем я
был вынужден срочно выйти в эфир, но еще раз хочу напомнить, с ночи мы отслеживаем все то, что происходит в Крыму, анализируем и доводим до внимания украинской и международной общественности. Я хочу пожелать всем выдержки, мужества и собственного поведения такого, которое максимально сохраняет личное достоинство и достоинство всего народа. Следите за сообщениями на телеканале АТР. Чавсаумус.